МВД России по Любинскому району Северобайкальского округа о вручении повестки на имя Лукьянова Андрея Александровича 07.07.77 года рождения для проведения следственных действий. Вот сама повестка. Зачитываю вам повестку. В соответствии со статьей 188 УПК РФ вам надлежит прибыть 2 августа 2021 года к 10:00 часам в Северобайкальский МВД по адресу город Северобайкальск, улица Студенческая, 2, кабинет номер 212, к следователю, младшему лейтенанту юстиции Гырыловой И.Д. При себе иметь паспорт или документ, одновременно сообщая, что для участия в следственном действии вы вправе приглашать защитника самостоятельно, либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника следователя в порядке, предусмотренном статьей 50 УПК РФ при наличии причин, препятствующих явке по вызову в назначенный срок, а также при намерении заявить ходатайство об обеспечении участия защитника следователем вам или представляющему в установленном порядке способом предоставить письменное заявление об указанном выше адресу, либо сообщить по телефону 2 18 82 в случае неявки в указанный срок без уважительных причин. На основании статьи 113 УПК РФ вы можете быть подвергнуты приводу, либо в соответствии со статьей 118 УПК РФ на вас может быть наложено денежное взыскание. Андрей Александрович. В качестве кого я приглашен в суд? Вернее, вызван? В качестве свидетеля. По поводу? Повод здесь не указан. Пожалуйста, выясните, в какое время было совершено преступление, если я в качестве... Повестка. Еще раз повторяю. Еще раз повторяю, выясните, в какое время было совершено преступление, по поводу которого я вызываюсь по месту прописки. Расписываться я не буду. 51 статья. Повестку получать вы отказываетесь, 51 статья. Свидетели, подойдите, пожалуйста. Мы сейчас удостоверение факт отказа, а также повестки гражданина Лукьянова Андрея Александровича. Представьтесь, пожалуйста. Сейчас Андрей Яковлевич. А паспортные данные не надо, да? Чьи, ваши? Нет, понятых. Паспортные данные? Конечно. Что за заячий спектакль-то? Какие паспортные данные? Вас по объявлению, что ли, берут, я понять не могу. Вы ведете себя корректно? Да я вопросы задаю, вы не можете ответить ни на один вопрос. Граждан, я еще раз говорю, на основании чего я вызываюсь? В повестке все указано. Вы можете... Зачтите. Я вам прочитал. Вам еще на основании чего? Когда было совершено преступление? В какой период времени? Какого года? Когда это было совершено. Выясните. Вас вызывают на допрос. Выясните. Вы отказываетесь повестку получить. Но препятствовать моему движению будете же вы? Я сейчас препятствую в том случае... Я говорю, я еще раз повторяю, после 2 числа препятствовать будете вы. Вот, предоставьте мне все сведения, по поводу чего, в какое время было совершено преступление, на основании чего, в качестве кого я вызываюсь. Газ? А вы права не имеете меня задерживать. Сейчас я вот говорю для аудитории. Сделайте запрос в Северобайкальский район. Он же вас известил. На основании чего, когда, в какой период времени было совершено преступление, якобы по поводу которого я вызываюсь в качестве непонятно кого. Телефон, номер телефона у них мой есть. Они позвонят, и я отвечу, где я находился в этот период времени. Шекет пожелание. Все, это мое право, это не пожелание. Это мое право. Штрафы неоплаченных штрафов у меня нет. Неоплаченных штрафов у меня нет. Задолженности по алиментам нет. Все, можете дальше следовать.